Это «Актуальное интервью». Меня зовут Петр Васильев. Здравствуйте. Институт тяги и подвижного состава является одним из старейших учебных подразделений Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Ежегодно свыше 100 выпускников приступают к инженерной работе в локомотивных и вагонных депо на предприятиях путевого хозяйства. Как поступить в Институт Дальневосточного госуниверситета и стать инженером путей сообщения, поговорим сегодня. Гость у нас в студии Андрей Стецюк, директор Института тяги и подвижного состава Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Андрей Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поподробнее поговорим про ваш университет и про Институт, собственно, тяги, по большей части в том числе. Хорошо. Наш университет, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, был создан приказом Народного комиссара путей сообщения СССР, приказом 232 от 8 сентября 1937 года. И первый набор студентов осуществил в 1939 году по 3 специальностям. Это паровозы и паровозное хозяйство, это строительство железных дорог и эксплуатация железных дорог. За это время университет вырос. В настоящее время университет расположен в городе Хабаровске, это головной вуз. Имеется 4 филиала в городах Тынде, Свободный, Уссурийск и Южно-Сахалинск. В головном вузе 12 учебных структурных подразделений плюс 1 факультет среднего профессионального образования, Хабаровский техникум железнодорожного транспорта. Обучается в университете более 18 тысяч студентов. 18 тысяч студентов по более чем по 60 специальностям и направлениям подготовки бакалавров и магистров. 18 тысяч студентов, вы Да. сказали. Я так понимаю, что у жителей нашей республики, у Якутии, популярностью университет и институт в том числе пользуются. Пользуются. То есть ежегодно поступают туда, так скажем, те, кто хочет связать свою жизнь с железной дорогой, и потом они возвращаются, работают, допустим, в ЖДЯ. Правильно? Железная дорога дошла до Якутии, Нижний Бестях станции, продолжается строительство дальше до Магадана. Поэтому выпускники нашего университета очень востребованы в Якутии. Ну, собственно, и профессия востребована Конечно. по всей стране, не только у нас. Андрей Евгеньевич, сколько в этом году выделено бюджетных мест в университете и на какие направления? В этом году ДВГУПС выделено более 1100 бюджетных мест. Это примерно 450 мест на специалитет, на специальности, такие как система обеспечения движения поездов, подвижной состав железных дорог, эксплуатация железных дорог, строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Выделено более 532, по-моему, бюджетных мест на программы бакалавриата и 150 мест на программы подготовки магистров. Следует отметить, что в основном бюджетные места, в связи с тем, что мы технический вуз, выделяются на технические направления. Вот специалитет я назвал. Что касается бакалавриата, это управление транспортными процессами, это эксплуатация транспортных машин и комплексов, ну и так далее, различные технические направления. А какую-то аналитику проводите? С каждым годом я уверен, что популярность того или иного направления у студентов меняется. Вот, допустим, какие итоги в прошлом году? Или в этом году, куда, если можно подвести уже итоги, куда чаще всего хотят поступить абитуриенты? Есть несколько направлений, остро таких, пользующихся популярностью у абитуриентов. В основном это связанные направления с подготовкой по цифровым технологиям, информационным технологиям. Мы осуществляем, например, подготовку по специальности информационная безопасность. И следует отметить, что конкурс там за 230 баллов проходной. Есть информационные направления на бакалавриате, тоже конкурс за 200. Строительство уникальных зданий и сооружений, тоже более 200 баллов. 230, по-моему, в прошлом году был проходной балл. Ну, вот ребята в основном хотят вот на такие направления. Вот мы с вами сейчас заговорили про баллы. Вообще, в целом, какие условия поступления в ваш университет, какие экзамены нужно сдавать, сколько баллов проходных, есть ли, там, допустим, какие-то другие экзамены дополнительные? Есть. Хорошо, хороший вопрос. Дело в том, что какие экзамены сдавать во многом зависит от того, какое предыдущее образование получили абитуриенты.
Если абитуриенты закончили обучение в средней школе, то поступают по результатам сдачи единого государственного экзамена. На те места, на те специальности и направления, где есть бюджетные места, в обязательном порядке необходимо предоставить положительные результаты ЕГЭ по русскому языку, по профильной математике, профильной, уточняю, и один из экзаменов по выбору, один из 4. Это физика, химия, информатика или иностранный язык. Ну, это зависит от направления. Нет. Вот на Так, технические это направления, интересно, вот 2 экзамена, они обязательные. Русский язык и профильная математика. Ага. А 3-й экзамен абитуриент сам выбирает, какой предоставит, Ага. и участвует в общем конкурсе. Все, вот теперь это понятно. То есть вне зависимости от специальности, на которую он поступит. Те же ребята, которые получили среднее профессиональное образование, то есть закончили техникум или колледж, они поступают по результатам сдачи экзаменов, проводимых в университете. ЕГЭ они не сдают. Опять же, на бюджетные направления это 3 экзамена. Это русский язык, это математика и информационные технологии и безопасность жизнедеятельности. А допустим, в последние годы же набирает популярность дополнительные баллы за разную активность в школе или там в СПО, допустим, ГТО, там, я не знаю, участие еще в каких-то олимпиадах. Как у вас с этим дела? Так же, как и во всех государственных университетах. То есть есть дополнительные баллы? Абитуриенты могут заявить дополнительно еще 10 баллов, до 10 баллов. Это получение аттестата с отличием, то есть если школу закончил с медалью, это если техникум завершил с красным дипломом, это различные победы в спортивных соревнованиях, ну, уровня, скажем так, муниципалитет и выше. Республика, край, всероссийские конкурсы, точно так же в творчестве. Точно так же прохождение различных регламентированных олимпиад по предметам физики, химии там, и так далее. Андрей Евгеньевич, сейчас у всех вузов в стране практически горячая пора, они буквально, ну, можно сказать, что борются за абитуриентов, привлекают абитуриентов. Вот какие преимущества поступления именно в ваш университет для обучающихся? Ну, следует отметить, во-первых, Дальневосточный государственный университет путей сообщения является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030. Дальний Восток». Это крупнейший в истории государственный проект поддержки развития российских вузов, в том числе и на Дальнем Востоке, что позволяет нам интенсивно развиваться, позволяет повышать научно-образовательный потенциал нашего университета и с уверенностью смотреть в будущее. Скажем так, это дополнительное финансирование. Во-вторых, те ребята, которые поступают к нам на учебу, все предоставляются общежития в шаговой доступности от университета, не надо ездить на автобусе. Ну и в качестве такого, наверное, преимущества следует отметить наличие в университете военного учебного центра. Ребята, обучающиеся по основным образовательным программам, на добровольной основе могут пройти военную подготовку по программам подготовки офицеров запасов, сержантов и рядовых запасов. И после окончания вуза присваивается воинское звание, и ребята могут, в армию не призываются, но могут на добровольной основе пойти служить уже будучи, имея воинское звание. Ну, 2 в 1 получается, Да. и диплом, и военное Да, звание. военную подготовку. Андрей Евгеньевич, если говорить о выпускниках, я уверен, что вы следите за теми, кто выпустился из стен вашей альма-матер, где задействованы ваши бывшие студенты, ныне уже успешные специалисты? Ну, выпускников у нас знаменитых много. Понятно, что в основном выпускники работают на Дальневосточной железной дороге, Забайкальской железной дороге, в акционерной компании «Железные дороги Якутии». Среди самых знаменитых выпускников, наверное, последний министр путей сообщения Фадеев, наш выпускник, и первый президент акционерной компании «Российские железные дороги». Также есть выпускники, которые занимают руководящие должности в различных регионах. Например, руководитель Бурятии, наш выпускник. Цыденов. Цыденов, конечно.
Мгм. Ну, в общем, все пристроены, так скажем, и Конечно, все конечно. хорошие примеры для своих студентов. Есть выпускники, которые пошли после окончания вуза в силовые структуры, есть действующие генералы ФСБ. Ну, практически все студенты, Да. выпускники, они уже все по специальности Конечно, работают. конечно. Андрей Евгеньевич, а что связывает университет и Якутию? Ну, помимо, конечно же, участия в работе железной дороги Якутии компании. Но в основном от связи с Якутией это через железные дороги Якутии. Акционерная компания «Железные дороги» нас связывает уже многолетние такие партнерские отношения, более 20 лет. Ежегодно железные дороги направляют к нам более 30 абитуриентов, которые обучаются по целевым договорам. После окончания университета возвращаются работать на железные дороги Якутии. Это в основном такие специальности подготовки, как подвижной состав железных дорог, эксплуатация железных дорог, системы обеспечения движения поездов, строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Ребята обучаются по очной форме. В этом году, если я не ошибаюсь, для обучения по целевым договорам в нашем университете на высшем образовании выделено 27 целевых мест и 12 целевых мест для обучения на среднепрофессиональное образование в Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта. Поэтому я частый гость в Якутске. Мы с профориентацией проехали почти до поселка, до города Мирный. Ух ты. Поэтому я хорошо знаю Якутию, с ее обычаи, и мне очень нравится в Якутии. А как вам наши студенты из Якутии? Студенты нравятся. Мгм. Это не может не радовать. Андрей Конечно. Евгеньевич, спрошу достаточно меркантильный вопрос. Что со стипендией? Ведь у нас стипендия же приравнена в том числе и северным коэффициентом, я не ошибаюсь, здесь, в Якутии. Есть ли какие-то приравненные коэффициенты у ребят, которые обучаются, допустим, в том же Хабаровске? Ну, во-первых, так как мы государственный университет, студенты, поступая на первый курс, все назначаются на академическую стипендию. Те, кто поступает с баллами 200 и больше, назначаются на повышенную академическую стипендию. А те ребята, которые поступают по целевым с железными дорогами Якутии, с акционерной компанией, они еще получают стипендии от правительства Республики Саха-Якутия. Ну, в общем, никто не голодает, Нет, и не сытый голодает. студент, хороший студент, как говорится. Да. Андрей Евгеньевич, спасибо, что пришли к нам в студию и Спасибо. ответили на наши вопросы. Спасибо. Всего Это было актуальное интервью. До встречи.